Впервые за последние 4 года День Великой Победы Стефановская площадь встречает ярким и не по-весеннему жарким солнцем. В 16-м шел снег, в 17-м дождь, в 18-м было пасмурно и сыро. Но в этот раз все было совсем по-другому. Сыктывкар от солнечных бликов буквально сиял, и это явно укрепляло всеобщий дух единства. Где-то вдалеке уже выдвинулся бессмертный полк, а с центральной трибуны звучат слова благодарности и уважения ветеранам. Первым их произносит Сергей Гапликов. «Ваш фронтовой подвиг, — говорит он, — будет жить славой в веках». В память о тех, кто не дожил до счастливого дня, глава республики объявляет минуту молчания. Вы работали на пределе сил, возможностей, отдавая жизнь во имя Родины. Выстояли, выдержали все ужасы войны, голод, разруху. Вы подняли страну из руин и создали сильное, процветающее государство. Над Стефановской площадью впервые гремит троекратное «Ура!». Так военный парад приветствует ветерана-фронтовика Никона Кондратьевича Хатанзийского. А затем традиционно, под звуки легендарной композиции Александрова, на Стефановской чеканят шаг знаменосцы с почти идентичной копией Знамени Победы. Парадная готовность номер 1 объявлена. Товарищ полковник, парадные расчеты Сыктывкарского гарнизона для парада ознаменования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом подполковник Мартынюк. Здравствуйте, товарищи! Сразу за знаменосцами честь идти первыми выпадает наследникам Великой Победы – юноармейцам. Местное отделение юнармия города Сыктывкара объединяет 137 юнармейских отрядов и насчитывает более 3300 юнармейцев. Девиз юнармейцев: «Если не мы, то кто?». В этом году праздник явно помолодел. Юнармейцев сменяют, по словам диктора, хранители местных традиций, кадеты и студенты медицинского колледжа в форме военных лет. И только после них, чеканя шаг, строем идут росгвардейцы. Отряды мобильные особого назначения в составе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации – надежная опора и защита каждого. Отряд не раз выполнял самые сложные и ответственные задачи по защите наших граждан от террористических и вооруженных угроз и способен к действиям в любых ситуациях. Сотрудники и сотрудницы УФСИН, голубые береты, отдельная коробка МЧС. И впервые за несколько лет по Стефановской проезжает военная техника во главе с легендарной «Катюшей». Позитивную точку в параде ставит военный оркестр. Смелое дефиле не оставляет равнодушным никого. Завершает парадное шествие, конечно же, бессмертный полк. И пусть в коме у него всего 5-летняя история, и в первом параде в 2014 году со штендерами вышло всего 30 человек. С каждым следующим разом те, кто чтит своих предков и готов пронести их портреты по всем улицам наших городов и районов, становилось все больше. 9 мая 2019 года это была уже настоящая людская река портретов, судеб и человеческих историй. Максим Васильев, телеканал Юрган.